خفافيش الظلام والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Бисмилля, алхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. Следующая глава в этой книге, бабу зикри ва дуа, глава о зикре и о мольбе. Зикр и дуа. Автор упомянул в предшествующих главах о благонравии, о благих нравственных качествах. Была глава, предостерегающая от дурных нравственных качеств. И, наконец, он завершает эту книгу вот этой великой главой. Глава, которая включает в себя хадисы, побуждающие к поминанию Аллаха Субхану ва Тааля и к дуа, к мольбе. Потому что все, о чем было сказано, все благие нравственные качества или избавление от дурных нравственных качеств, все это возможно для кого? Для человека, поминающего Аллаха, для человека, который молит Аллаха Субхану ва Тааля. Вообще все, что было сказано в Булуг аль-Марам, мы с вами изучаем уже на протяжении нескольких лет эту благословенную книгу, начиная от Китабу Тагара, начиная от очищения человека при подготовке его к намазу. И потом мы прошли другие книги, книгу намаза, книгу заката и все остальные, вплоть до вот этой вот последней книги Китабу Джами. Все это поклонение и служение Аллаху Субхану ва Тааля возможно при обращении человека к Аллаху Субхану ва Тааля с дуа, чтобы Аллах помог осуществить все это. При поминании Аллаха Субхану ва Тааля, уповании на Него сердцем. Итак, глава о зикре и о дуа. Зикр и дуа. В арабском языке есть два слова: зикр и зукр. Зикр и зукр. Зикр – это поминание языком, с точки зрения языка арабского. Когда память есть в сердце о чем-то, это называется зукр. Память в сердце называется как? Зукр. Языком – зикр. Но иногда и память сердцем тоже можно сказать зикр. То есть можно использовать касру. Что имеется в виду здесь под зикром? Зикр в данном случае это поминание Аллаха Субхану ва Тааля. Поминание Аллаха Субхану ва Тааля сердцем, поминание Аллаха Субхану ва Тааля языком и поминание Аллаха Субхану ва Тааля органами. Мы должны знать, что зикр, поминание Аллаха Субхану ва Тааля, он существует вот в этих вот трех формах. Поминание Аллаха сердцем, поминание Аллаха языком, поминание Аллаха Субхану ва Тааля органами. Самый высший из этих трех видов зикра, поминание Аллаха Субхану ва Тааля, это поминание сердцем. Это поминание Аллаха Субхану ва Тааля сердцем. Поминание языком и органами следует за этим. Но выше всего этого, когда человек поминает сердцем, и это сочетается с поминанием языком и поминанием органами. Затем следует ниже этого поминание Аллаха сердцем только. Еще ниже этого поминание Аллаха Субхану ва Тааля только языком, когда при этом сердце не присутствует. Поминание Аллаха только языком, без поминания Его сердцем, это как кора без сердцевины. Потому что вот это поминание сердцем, это есть суть. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Валя тутай ман агфальна кальбаху ан зикрина». Не подчиняйся тому, чье сердце мы сделали небрежным к нашему поминанию. Посмотрите, Аллах говорит о поминании чем? Сердцем. Итак, самое главное поминание – это сердце. Кальб. Если соединяются в себе поминание языком, органами и сердцем, то это, как мы сказали, самый высший вид поминания. Хорошо, поминание языком – это как? Что такое поминание языком? Поминание языком – это произнесение тех слов, которым научил нас Всевышний Аллах, научил нас пророк, алейхиссалату вассалам. Когда человек говорит «Субхан Аллах», «Пресвят Аллах», когда человек говорит «Альхамдулилля», «Вся хвала принадлежит Аллаху», когда он говорит «Ля иляха илля-Аллах», «Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха», это зикр языком. Упоминать о милостях Аллаха Субхану ва Тааля – это зикр? Да, это зикр языком. Чтение Корана – это зикр? Да, это зикр, тоже зикр языком.
Хорошо. Поминание органами – это что? Это покорность Аллаху Субхану ва Тааля. Выполнение приказов Аллаха, тех действий, которые повелел Всевышний Аллах, это есть зикр органами. Доказательства. Где доказательства на это? Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, в суре Анкабут: «Услу ма ухи илейка миналь китаб, ва акимис саля». Читай то, что ниспослано тебе из Писания, ва акимис саля. И выстаивай намаз. Инна салата танха аниль фахшай валь мункар. Поистине намаз, он удерживает от мерзости, от порицаемых поступков. Валя зикруллахи акбар. Но то, что он, намаз, является поминанием Аллаха, это выше, это важнее. Итак, Аллах назвал намаз поминанием Аллаха. Намаз это что? Это действие человека, действие органов. Хорошо, сура Джума. Я айюаллазина аману, иза нудия лиссалати йомаль джум'a, фас'ау иля зикриллах. О вы, которые веровали, когда слышится, читается призыв на молитву в день Джум'a, фас'ау иля зикриллах. Спешите к поминанию Аллаха. Итак, намаз называется что? Поминанием Аллаха. Итак, второй вид поминания, мы сказали, поминание органами, это благие поступки, богоугодные деяния, как в частности намаз. Если в каком-то аяте или хадисе упоминается намаз, повелевается, намаз совершает совершение намаза, потом повелевается совершение зикра, то в таком случае, братья, уже под зикром подразумевается что? Зикр языком после намаза. Хорошо? Предшествующие аяты мы из суры Анкабут упомянули, сура Джума, там что упомянули мы намаз, и зикр есть что? Намаз. Если же упоминается приказ совершать намаз, а потом совершать зикр, то по зикру подразумевается, что вот эти вот словословия, произнесение языком зикров. В частности, Аллах Субхану Ва Тааля говорит в суре Ниса: «Фаиза кадайтумус сала фазкуруллах». Когда закончите намаз, поминайте Аллаха. Делайте зикр. О чем идет речь здесь? Если намаз закончен, то значит речь идет о зикре каком? Словами. Субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар и так далее. То есть известные зикры. Хорошо, поминание сердцем. Что такое поминание сердцем? Поминание сердцем, виды его, это в частности размышления о знамениях Аллаха Субхану Ва Тааля. Это зикр сердцем. Размышления об аятах Корана, это зикр сердцем. Размышления о милостях Аллаха Субхану Ва Тааля, это зикр сердцем. Когда ты произносишь языком Субханаллах или Ля Иляха Илlallah, или читаешь Коран и при этом думаешь о смысле слов Ля Иляха Илlallah, о смысле слов Субханаллах, то это тоже зикр сердцем. К сожалению, многие люди, когда произносят слова Субханаллах 33 раза или Альхамдулилля, при этом сердце беспечно. Сердце может быть совершенно в другом месте и не думать о значении слов, которые произносит человек. Поэтому такой зикр, он ущербный зикр. Как мы сказали, это что? Кожух без сути, которая в нем должна быть.